шұғыл қорғауды қажет ететін материалдық табылады. Памятники, которые требуют срочной охраны. Памятников много, которые требуют срочной охраны, и есть многие памятники, которые уже на грани исчезновения. Бірақ мен қазір сіздерге тек екі ғана ескерткішке тоқталамын. Біреуі Ашқастың астындағы ескерткіш, екіншісі тірі ескерткіш. То есть в нашем докладе мы остановимся только на двух памятниках. Это один памятник, который находится под открытым небом, памятник под открытым небом, и второй живой памятник. Речь идет о колодцах. О колодцах. Бұл жерде сіздер көріп отырған құдықтың түрлері таспен шегенделген құдықтар. Таспен шегенделген құдықтар. Бұл таспен шегенделген құдықтар қазақ жерінің батыс өңіріне, шығыс өңіріне және қазақ Алтайына, Сарыарқа өңіріне тән. То есть характерно для Запада, для Восточного региона и региона Сарыарки. Әлі күнге дейін қолданыста бар, мен сіздердің назарларыңызға қазір қолданыстағы бар, ішінде суы бар ғана құдықтар түсіп отыр. Ал қолданыстан шыққан, суы тартылған, көмілген құдықтардың саны өте көп. Ал мына бірінші құдықтың түрі ол таспен шегенделген құдықтар. Сруб из камня. Бұл құдық неге почему требует срочной охраны? Потому что очень трудная работа, колодорезное искусство. Таспен жұмыс жасайтын шеберлер қазір жоқтың қасы. Тек қариялар ғана қалды. Неге бұл жоқтың қасы? Себебі жұмыс өте ауыр. Тас біріншіден карьерден алынады. Ал карьерден алынады, таудың етегінен алынады. Ал енді ол таулардың барлығы қазір қор үлесінде, құрамында. Например, горы, каменные, тас коры, скалы, все они охраняемы в зоне. То есть относятся к заповеднику Устюрта, Мангостауский заповедник, как памятник природы они охраняются. Это во-первых. Во-вторых, народные мастера по резьбу камня очень мало осталось старики, а молодые, они не традиционные, или полутрадиционные. Они занимаются сейчас с помощью техники на изготовление надгробных камней. А вот именно изготовление камней для колодца осталось очень мало. И қариялардың арасында ғана қалып отыр да, қариялардың оған күші жетпейді, себебі ол жұмыс өте ауыр. Және де ол қол еңбегіне негізделген. Не с помощью техники, а қол еңбегі, ручная работа. Ол біріншіден. Ал енді тағы да бір себебі су төмендеп кетті. Бізде бұл грунт суын құдық үшін грунт суы қажет болады, грунтовая вода. Оно уже не в том уровне, как находилось в исторические времена, оно ушло глубоко. Бұдан да басқа бірнеше нелер бар, причиналар бар. Ал енді ең соңғы фотоға қарасаңыздар, ол жерде мотордың есі тұр, мотордың шлангысының есі тұр. Немен қазір бұрынғы кезеңде шелекпен тартып алатын болса, с помощью ведра, тоже было доставление воды, было традиционно. А в данное время есть мотор, есть техника, с помощью техники достает воду, тоже нетрадиционно. А традиционные ведра, которые изготовлены из деревьев, из кожи, тоже очень редкость. Даже в музеях мы находим очень редкий экземпляр.
традиционных ведер, потому что изготовление традиционного ведра тоже была трудная работа. Даже изготовление, было 3 вида ведра. Один вид это из железа, второй вид из металла, первый вид, второй вид из деревья, третий вид из кожи. А изготовление каждый вид это не легкая работа. Есть свои методы изготовления, традиционного изготовления. Тоже мастера очень мало осталось. Оригинал традиционных ведер даже в музее очень считан в варианте, а реконструкция тоже очень мало. Мы под руководством меня изготовлено 2 вида ведра, это из дерева, оно сейчас находится в музее заповедника Западно-Казахстанской области, хан Ордасы. Резиденция Джабыр-хана находится. Это вид колодца из ива, колодцы из камня, они тоже вот, из глубины они разные, по глубине они разные. Они есть глубокие, есть неглубокие, есть средней глубины. А колодцы из ива, они все неглубокие. Это очень интересный вид колодца, характерно для региона Западно-Казахстанской области Рым-Пески. Только вот этот вот вид колодца характерно на Рым-Пески. Объем очень огромный, диаметр от 3 до 4 метра. Почему? Потому что оно в песке, если не рыть в маленьком диаметре, оно песок закрывает сразу. Песок сыпется и закрывает сразу. Поэтому роет в большом диаметре, 4 метра. И от ивы делает бума. Бума это вот диаметр 15-20 сантиметров, вот такую длинную связку, связку, длина 50-60 метров. Друг другу закладывает иву. Я сама участвовала на этот процесс. Это очень интересный и трудный процесс. Это тоже мало осталось. В данное время новые колодцы не готовятся. Почему? Потому что ива тоже охраняемый, относится к лесовому хозяйству, лесное хозяйство. Вот такие вот колодцы в данное время сохраняют скотоводы по своей инициативе. По своей инициативе сохраняет и чистит каждый раз. А такие вот такие колодцы это природное сито, природное сито и не закрывает канал воды, грунтовой канал воды. Если туда ставить, например, цементные колодцы, цементные кольцы, оно закрывает природный ресурс, природный канал воды. Оно не природное сито, а вот это вот камень природное сито. И вода очень пресная, и есть традиционный вид, есть вид колодца из ивы, который вошло туда инновация. Традиционный вид ивы бума, вязка тоже из ивы. Каждый, например, каждые полметра они связывают тоже натуральный из ивы, потому что ива очень мягкий дерево, поэтому с ним можно как веревкой пользоваться. И очень вкусный, вода очень вкусная, и минерал, природный минерал дает на эту воду. И пить очень полезно, для скота тоже очень полезно. Мясо на этом регионе очень вкусно, потому что от воды тоже связано вкус мяса.
здесь на фотографии оно в открытом виде, а на каждый прием пользования оно закрывается крышкой. Крышка тоже из дерева, из натурального материала, потому что там должно быть циркуляция воздуха. Резина, железные, крыши, оно запрет, оно потому что портит свою циркуляцию, традиционную циркуляцию. Это вид колодца из вереста. Она тоже характерна для западного региона. Здесь каждый изготовление метода колодцы, каждый по-своему интересно и разный. Вереста тоже сейчас охраняемый, осталось очень мало, и этот колодец из вереста тоже характерный также Атырауской области. Регион Махамбет, Рымбийский. В данное время скотоводы пользуются, до сих пор пользуются, сохраняя, и они, скотоводы, отказываются от современного колодца, который вот, изготовлен в кольце из цемента, потому что в таких колодцах, которые из цемента сделаны в советское время, они до сих пор есть очень много, но вода там много железа, потому что от цемента выходит тоже там выделяется много железа, поэтому вода тяжелая. А такие колодцы, вода очень легкая. Я всех попробовала. Пила, попробовала. И вот этот вот колодец из вереста очень интересно, похоже на гнездо птицы. Очень красиво. Прямо невозможно сразу глаз оторвать. Себе тянет. Оттуда вот остаешься там на несколько часов, даже не хочется уйти оттуда. И работа тоже очень трудная работа. Есть мастера Атырауской области, есть мастера, народные мастера, которые живут в Западно-Казахстанской области. Ученики у них очень мало, потому что молодежь, сыновья не хочет брать вот эту традицию, потому что тоже работа очень трудная. И, во-вторых, получить разрешение из лесного хозяйства тоже очень трудная работа, потому что на такую колодцу уходит 2 тележка вереста, жындыл, казахстанский жындыл, и 2 машина жындыл дейді. И надо сразу в течение 5 дней вот эту связку делать. Бөлу дейді, қабырғасына. Если в течение недели или проходит 10 дней, оно становится жестким. Вот такую вот связку делать уже очень трудно и невозможно. Невозможно уже дальше вот товар. Вот уже не уже уходит на отработку, не на колодец. На колодец надо поставить в течение 5 дней. И тоже вот трудная работа, глубина средней глубины, не глубокой и не глубокой, средней глубины. Это тоже народное, это искусство, народное искусство. И вот народные архитектурные знания, народные знания традиционного водопользования и традиционного природопользования. Это колодцы из жузгуна, я не знаю, на русском языке забыла, как называется, на казахском оно жузгун, дюзген. Есть 3 названия, но биологические, ботанические названия жузгун. А сверху да, баялыш, сверху баялыш. И вот второй, наверху второй колодец, это не законченный колодец, сверху оно покрыто с камыша, а внутри в глубине оно из жузгуна.
тоже характерно только где находится земли из песка. Такие вид колодцы находятся в Каракумских песках, это Аральский регион. Это характерно для Аральского региона и пески Каракум, пески Ксылкум. Это там скотоводство, это верблюдоводство. Вода очень минеральная, там много минералов. У нас есть анализ на руках, анализ мы уже печатали в своих статьях, в книгах. Очень минеральная вода, потому что из жузгуна выделяются редкие минералы. Мясо верблюда очень вкусное, и молоко верблюда очень вкусное, потому что они пьют воду из такого колодца. Колодец натуральный, традиционный, вода неглубокая, где пески, вот Рим пески, пески Кызылкум, пески Каракум, вода, грунтовая вода достается из неглубины. А в данное время вода тоже ушло на 2-3 метра, в некоторых местах даже 5-10 метров глубины, потому что экология, это связано с экологией, и еще есть многие другие причины. А здесь вот, который первый рисунок, и со второго ряда первый рисунок, посмотрите, это сверху покрыто из баялыша. И колодец закрывает тоже с помощью деревянной крышки, потому что деревянная крышка, она натурально считается и сохраняет баланс, традиционный баланс воздуха. Здесь для нашего исследования, оно крыша открыта, для нашего исследования, для фотографирования, для фотофиксации мы просим скотоводов открыть нам. Следующий. Это из куркута. Ботаническое название этого растения куркута. В наших книгах есть это название на русском языке, на латинское название в книгах. Вы выпускали 3 книги, результаты исследования колодцев. Это одна книга «Сулкульта», «Культ воды», вторая книга «Коллективная монография», третья книга «Монография Биоактов». Тоже исследовали, провели статистику, провели анализ воды. Это вот тоже очень минеральная вода из этого колодца, характерна для Кызылкума, Аральского региона, нижнее течение Сырдарьи. Очень интересный, очень красивый колодец. Но для изготовления колодца из куркута и колодца из жузгуна, который вот этого колодца, берет жузгун и куркута только осенью достают. Исторические времена вот это растение достали с помощью верблюда, потому что достается вместе с тамуром, корнем. Вот это вот, которое вы видите на колодце, на стенах, это корень. Это не ветки, это корень. Ветки, оно на стене, где пески заходят. Когда мне рассказывали, я все равно не поняла. Поэтому я заказала для меня колодец, я участвовала на этом процессе, что и это было в 2014 году. В 2014 году мои родственники, мои знакомые организовали для меня новый колодец. Они год вперед достали вот это вот сырье, дерево из камня, потому что здесь пески очень мягкие. Тоже берется объемный диаметр, это 4 метра диаметра. Если мало, оно сразу закрывает, поэтому 4 метра, когда мне сказали 4 метра, в некоторых местах 6 метров.
Я не поняла, это невозможно. Я думала, это невозможно. И поэтому я сама участвовала в дорогах скотоводов, которые живут в Каракумской. Они организовали мне колодец из жузгуна. Жузгун, дузген и крупта достается осенью, когда они уже цветет, после цветания, уже когда приходит зима, с помощью верблюда достали. В прежнее время, в данное время есть трактор, с помощью трактора достает с корнем и оставляет на весь зиму. Они должны остаться под зимой, когда будет суровый буран, у них зима очень суровая. Они должны лежать на земле во время суровой зимы. И снег должен покрывать, и весной дождь должен покрывать, и потом приходит лето. Лето у них очень жаркое. Бывает 45-50 градусов, с помощью, когда пески нагреваются, доходит до 54-56, даже некоторые уже где-то 15-20 минут бывает 60 градуса. Это в этих местах. И должно остаться на этой сковородке, на природной сковородке, потому что ядовитый. Это относится к родственному сексову. Поэтому они, и потом, когда уже осень будет, через год только ставится, а березна, или жингл, это в течение 5 дней. Свежим оно ставили на колодец, а это только через год, минимум через год. Они должны сама готовить природа. Природа сама готовит для колодца, но минералы остаются. Все равно минералы остаются, только ядовитые минералы уходят. Кыста су, не деді, су оны әбден дайындайды. Жазда күннің қыстығы оны пісіреді. Мені природный өзінің несі болмайды. Соның барлығы шығарап, оны сөлін шығарып қазақтар. Сөлін кейін барып салады. А баялыштан казахи готовили даже чай. Это очень полезное растение, поэтому туда, почему баялыш участвует? Баялыш очень минеральный, очень полезный, даже можете посмотреть в интернете. Вот это вот колодец, это самый минеральный, это можно называть это народное достояние. И казахша құндылық, наследие. И скотоводы, местные казахи сами гордятся этим колодцем. Это у них визитная карточка. Даже когда сыновья женятся, сваты приходят из другой области, им показывают как достопримечательность. Это у них как визитная карточка, показ таких колодец, потому что они очень мало осталось тоже хочет многие. В данное время тоже они хотят цивилизацию. Поэтому самое первое, когда вы посмотрите, там это из мотора. Да, тоже достает воду с помощью мотора, не с помощью традиционных видео, потому что насосом. Но традиционный ведер и вот эту палку, деревянную палку для ведра тоже имеет. Кто имеет колодец, они это тоже имеют. И следующий вид камня, колодца, это из жженого кирпича. Жженый кирпич, колодцы из жженого кирпича в Казахстане очень много, но не везде. Характерно для южного региона. Есть археологические колодцы,
археологические колодцы, которые изготовлены из желтого кирпича, нашли наши археологи средневековое городище Ахтубе, это Жамбулскую область, средневековое городище Сауран, Утра, Кшкала, Карашек, и фотографии колодцев 15 века. Казахи называют этот кирпич Николай кирпич, потому что оно относится к 19 веку. До сих пор, вот видите, вода есть. Каждый вкус воды, связан с материалом, который в срубе. Здесь жженый кирпич, это же кирпич изготовляется из земли, вкус земли есть. Тоже вода природная, вода полезная, тоже минеральная. Да, вот, кисель, казахта кисель же кисель же, потому что здесь есть кальций, натуральный кальций. В данное время в таких колодцах пользуются, до сих пор сохраняет. Здесь все 4 вида колодца, это из Казалы, Славянской области, в городе. В самом Кызылорде тоже есть, но это колодцы из Казалинска. Есть колодец из Саксаула, они характерны для Кызылкума. Колодцы есть из Туранга, тоже характерно для северного Кызылкума. Колодец из Туранга очень редко сейчас, очень редко в считанном экземпляре, только можно найти из северного Кызылкума. А в южном Кызылкуме, южный Кызылкум — это граница с Узбекистаном и территория Узбекистана, где живут казахи. Им характерно вид колодец из Саксаула и вид колодец из Журкуна. Я вам показала виды колодцев, не все, 80-70% я вам показала. Они все памятники под открытым небом, памятники народных знаний и народной архитектуры. И архитектура, подземная архитектура. Не надземная, а подземная архитектура. Теперь переходим к памятнику, живой памятник. Живой памятник. Тазы, народная порода, казахская порода собак, тазы и тюлень. Мы их относим к живому памятнику. Тоже требует срочной охраны. Колодцы тоже требуют срочной охраны, потому что народные колодцы очень мало, не везде мы встречаем, поэтому требуют срочной охраны. И колодорезцы осталось очень мало. Если их тоже, они тоже требуют срочной охраны, потому что через 10 лет уже мы их уже потеряем. А тазы и тюлень, 3 года назад наш президент Касым-Жомарт Токаев поднял этот вопрос. Надо сохранять и исследовать, надо сохранять и возрождать казахский пород тазы и тюлень. Потом они тоже последние годы была на грани исчезновения, потому что чистокровная таза, чистокровная тюлень на казахской земле осталось очень мало. Есть повеси чистокровные, которые имеют свое родословие. Казахи имеют свое родословие, Жидата, они тоже имеют свое родословие, Жидата. Вот чистокровные родословные
таза у нас мало осталось, поэтому президент сам поднял этот вопрос. Закон подписали о защите казахских пород собак, тазы и тюлен. Организовали 2 национальных кинологических центра. Один национальный кинологический центр находится в Туркестанской области, второй в Алматинской области. Скоро будет открытие, еще официально открытия нету, но всем известно, что недели назад Международная кинологическая федерация официально дал статус казах тазысы. И историческую справку готовили наша рабочая группа Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, кафедра археологии, этнологии и музеологии. Наша рабочая группа готовили археологическую справку казахстанской козы, потому что казахский тазы, мы доказали, отличается от таза киргизских тайгана, узбекистанский есть тазы туркменский, есть тазы таджикский и арабский есть тазы, монгольский тазы. Монгольский тазы называется тайга, арабский называется салюки, туркменский, таджикский, узбекистанский называется тазы тоже, киргизский называется тайган. Но они все отличаются от друг друга. А казахский тазы отличается от других, и оно зарождается именно в территории Казахстана, потому что в советское время было работы, которые написали казахские тазы, это арабские салюки, вместе с арабами приехали в Казахстан, и эта порода собака осталась. Дальше салюки назывались в руках казахов тазы. Эту версию мы отвергли и доказали с помощью археологических погребений, археологических скелетов, которые относятся к тазу, и наскальных рисунках. Наскальные рисунки таза, самые древние, относятся к бронзовому веку, и в течение последних 3 лет мы нашли новые изображения тазы. Новые изображения тазы, которые относятся к бронзовому веку. И это доказательство доказывает, что казахский тазы – это наш местный. И в данное время в Казахстане очень мало осталось вид тазы жарга. А шашак – это волосистый, который имеет на уши, на ноге длинные волосы, длинные волосистые, а жарга – это гладкий, как будто безворсовый, очень гладкий, не волосистый вид. И отличие от жаргака, от шашака, жаргак более дикий. Более дикий. Жаргак может несколько часов гладить, обнять шашак, а жаргак тебе не достает, не разрешает тебе долго гладить. Оно показывает свой характер, есть характер. И этот вид очень мало. Многие из казахстан, традиционные заводчики таза, они тоже любят держать шашак, потому что шашак, они красиво, вот это вот уша волосистый, на вид она очень красиво, и вот это вот морда узкий, презентабельный, как модель. А оно охотник более дикий, более степной, и у нее есть характер. Характер как? Они не кусают, не лают, но характер капризный, тебе это не позволяет. Да. Поэтому есть и другие причины. Они осталось очень
мало, поэтому тоже требует срочную охрану. Это вот ситные тазы. Вот тубет, казахский тубет. Казахский тубет, оно енді репрессияны өткізген ғой басынан қазақша айтқанда. Репрессияны басынан өткізген деуге болады. Совет үкіметінің кезінде 60-шы жылдары төбетті атуға, қыруға не болған? Указ болған. Себебі жаңсақ пікір болған, айналма деген ауру болған, малдан тарайтын осы айналма деген ауруды төбет таратты деген одан басқа да көп причиналары бар. И было времена, даже в истории мы записали, своих төбетов скрыли прямо қорада, мал қорада байлап, тығып ұстаған күндері болған, себебі ат бастамас үшін. 60-70 жылдар репрессияға ұшыраған деп айтсақ болады. Қазақ төбеті қазір өте аз қалған, сосын чистокровный төбет осталось очень мало. На руках скотоводов, на руках далеких местностей, ал қалада ол басқа тұқымдармен араласып кеткен. Себебі біз 18-19 ғасырда басқа ұлт өкілдері келді, әскерилер келді, зерттеушілер келді, солармен бірге бізге иттер келді, местный иттермен араласып, жаңа түрлер пайда болды. Мына таза төбет, бұлар тоже үрмейді, қаппайды, адамды тістемейді, жумайды. Есть у них много отличий от туркменской алабай. Туркменский алабай лай могут кусать и етті тамақты да көп жейді, и более агрессивный. Они не агрессивные, тамақты аз жейді, оның үстіне қарасам өзі ірі, тамақты тек берген кезінде жейді, көп расходты етпейді, уходты көп етпейді. Содан кейін бұл адамды тістемейді, үрмейді, бірақ қызметті қалай малды қорайды. Оған малға егер төбеті керек болса, охранник жалдап, малшы жалдап, он есть и скотовод. Есть в него характер охотника и скотовода. Даже не надо приучать не надо, нанимать кинолога не надо. У них это генетика и природе. Мінекей төбеттердің әртүрлі типтері, мал бағып жүргені қолдағы, жалпы қазақта бұрын қарғыбау ұстамаған тазы да төбеттен қазақтарда осы болған. Қарғыбау дегенді ұстамаған, қарғыбау деген сөз бар, әрине. Оны өзін қолданатын кез болған. Қазақтар бұрынғы кезеңде итті сатпаған, қарғыбау ұстамаған, бос болған, еркін болған. Ал енді қазіргі кезеңде бұлдағылар да инновацияның басынан өткізіп жатыр, трансформацияны өткізді бастарынан қазір. Яғни қазіргі кезеңдегі техника, инновация, бұл осы біздің қазақ иттерінде әсері бар. Они живой памятник. Тоже требует срочной охраны. Осы екі түрлі ғана тоқталып. Ада бізде өте үлкен бұл дейді.